В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого утра. Получение лекарств по рецептам врачей, вакцинация и не только. Беженцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь в России. Высшая степень отличия матерям-героиням Хангаласского УСа вручили денежные сертификаты главы района. Командные и одиночные забеги в Верхневилюйском районе прошло зрелищное мероприятие «Конные скачки». Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить бесплатную медицинскую помощь в России. Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной и медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную при неотложных случаях помощь. Эпидемиологическая обстановка на территории Нерюнгринского района остается напряженной. В последнее время отмечается рост по респираторным заболеваниям. Также увеличивается количество заболевших COVID-19. Медики напоминают, что основным методом профилактики остается вакцинация. Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо достичь 80%. Но на сегодняшний день в районе первичным компонентом привито около 73% населения, вторым – 45%. В последнее время темпы значительно снижены. Особенно это касается первичной вакцинации, в то время как ревакцинировались около 6,5 тысяч человек. Те люди, граждане, которые осознанно подходят к этому, они уже привиты и ждут просто, когда наступит у них дата ревакцинации. Осталась вот та категория граждан, которые по какой-то причине не серьезно относятся к данной проблеме, не понимают риски, какие могут быть последствия. Последствия могут быть вплоть до летальных исходов. Чтобы красивая улыбка не становилась роскошью, нужно посещать регулярно специалиста. 6 марта свой профессиональный праздник отметили зубные врачи. Наряду с интенсивным развитием технологий и методов, сложностей в стоматологии сегодня немало. О буднях зубных врачей расскажет Татьяна Вахнина. Алексей Черныш – зубной врач. В последние 1,5 десятка лет работает с самыми маленькими пациентами. С детишками находит общий язык легко. Малыши доктора не боятся. Впрочем, этому, признается Алексей, учиться приходится долго. С детьми нужно иметь практику. Я работаю с детьми с 2008 года, и по нынешнее время. То есть только так. То есть с детьми подход очень тяжело найти. Алексей с семьей приехал в Алдан из Амурской области. Жена тоже врач-стоматолог. Супруги Черныш работают в одной из городских стоматологических клиник. Таким образом, штат клиники составляет 5 специалистов. Как в частных, так и в государственных учреждениях сегодня имеет место нехватка врачей. Эта проблема решается различными способами. Специалистов у нас катастрофически не хватает. И также было замечено, что раньше приглашали мы студентов с институтов на практику к нам именно в ЦРБ, в стоматологию. Но, к сожалению, такая практика сейчас не ведется. Кадровые сложности связаны в первую очередь с отсутствием системы распределения. Между тем, технологии развиваются интенсивно, в практику внедряются новые методы. В перспективе в стоматологической клинике будет запущен томограф, позволяющий проводить высокоточное обследование. Специально закупали его с заладом на более серьезные такие моменты, чтобы более обширное обследование было изучено за счет него. То есть он может видеть помимо наших стоматологических моментов, также будут задействованы пазухи, то есть лор-врачи могут, в принципе, к нам обращаться за вот этими всеми консультациями. Протезирование и имплантология особенно востребованы у граждан старшего возраста. Важное значение имеют используемые в работе материалы. С их поставкой, полагают специалисты, могут возникнуть перебои. Сейчас проблемы, наверное, скорее всего, начнутся ввиду того, что сейчас с нынешними обстановкой в мире все материалы у нас, получается, иностранного производства. На данный момент мы на несколько месяцев вперед обеспечены. Дальше будем смотреть, думать, решать по ходу. Патологии зубов и полости рта довольно распространены. Несмотря на сложности, стоматологическая помощь остается одним из наиболее востребованных видов. Она занимает 2-е место после терапевтической. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан.
Жители Тас-Юряха будут ездить по ровным дорогам. В начале года для обслуживания проезжей части в поселке закупили новый трактор МТЗ. Технику доставили на трале из Якутска. С помощью трактора зимой будут очищать улицы от снега, летом выравнивать дороги. Также использовать в благоустройстве поселка. Раньше, чтобы выполнять эти работы, администрации поселка приходилось заключать договор с физлицами. С приобретением трактора решился ряд больших проблем, говорят в поселке. Приобрели в этом году, в 2022 году, при поддержке депутатов Наследного совета и за счет местного бюджета. Приобретенный трактор, будем надеяться, будет качественно работу выполнять и надеемся, что благоустройство села будет улучшаться. Алроса спецбурение начала работы по инженерным изысканиям для клетьевого ствола рудника «Мир». 3 буровые установки будут работать до середины марта. Бурение ведут не только под клетьевой ствол, но и под все объекты, запланированные для строительства нового рудника. По окончании образцы грунтов отправят в лабораторию для исследования. Там определят их свойства, а по результатам анализа почв проектировщики института «Якутднепроалмаз» спроектируют фундаменты под новые сооружения. Это уже у нас получается второй этап работ. На первом этапе мы выполняли в прошлом году, выполняли инженерные геодезические изыскания, итогом которых было получение цифровой модели местности. И потом на этих планах проектировщики института Якутднепроалмаз расставляли здания сооружения, проектировали. В год матери в Якутии к столетию якутской автономии матерям-героиням Хангаласского улуса вручили денежные сертификаты главы района. Звание мать-героини является высшей степенью отличия и присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В Хангаласском районе в настоящее время проживают 5 женщин, удостоенных такого высокого звания. А всего матерей, приносивших звание мать-героиня, было 98. В Международный женский день матерям-героиням вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Алмазу присвоили имя Варвары Трофимовой из Вилюйского района. Алмаз массой более 69 карат был добыт в прошлом году на месторождении трубки «Удачная». Доярка совхоза Якутский Вилюйского района Варвара Трофимова родилась в Бекчугинском Наслеге, окончила в Якутске 2-годичные батрацкие курсы, работала в системе торговли. Сначала трудилась дояркой, затем мастером на молокозаводе Якутска. Занимала должности секретаря Якутского, затем горного райкомов. Также руководила Мегино-Кангаласским райптицекомбинатом. Награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот». Чем порадовать женщину, точно знают мужчины в Ленске. Этот город всегда славился талантливыми людьми, которые творят своими руками необычные вещи. Новый вид искусства появился в Ленске. Это изделие из эпоксидной смолы. Что такое техника резин-арт и как ее применяют на практике, об этом в сюжете Анны Кожевниковой. Вот эти все порошки, которые сыпучие, они летучие, поэтому обязательно нужно быть в маске. Изделия с эпоксидной смолой в России появились сравнительно недавно и сразу завоевали внимание любителей эксклюзивных дизайнерских вещиц. Ленчане же буквально полгода назад стали знакомы с предметами декора из эпоксидной смолы Арины Ивановой. Это единственный в Ленске художник, работающий в технике резин-арт. Вообще всегда была творческим человеком, меня тянуло к творчеству. Раньше я работала с людьми, и потом как-то решила перейти больше на искусство. Эпоксидная смола мне попалась именно в тот период, когда я думала, что нужно что-то поменять. И курсы, и готовые работы я увидела в Инстаграме. Я купила курсы по часам, по изделиям, по подстаканникам и по картинам. И сейчас активно их изучаю и делаю изделия уже сама. Подстаканники, наборы для сервировки стола, настенные часы, разделочные доски и другие предметы декора, выполненные в технике резин-арт, завораживают своим дизайном и невольно притягивают взгляд. Если сам процесс заливки смолы недолгий, то для того, чтобы получить готовое изделие, необходимо 5-6 дней. Сутки смола застывает, затем необходимо время на шлифовку и обработку маслом.
Накануне праздников работы у Арины много. Побаловать своих любимых женщин, мам, бабушек, коллег оригинальным подарком спешат изобретательные мужчины. А для тех, кто не знает, что подарить, Арина подготовила подарочные сертификаты. Особенно на праздники люди активно покупают подарки своим родственникам, знакомым, коллегам. Также идут заказы из других городов. Я отправляю в Хабаровский край. Очень часто заказы идут с Мирного. Та смола, на которой я работаю, она имеет сертификат качества. Можно использовать пищевые продукты, то есть она абсолютно не опасна. Для оригинальности рисунка нужно правильно подобрать краски и удачно скомпоновать цветовую гамму. Для этого прежде всего надо обладать чувством вкуса. Работа с эпоксидной смолой непростая, требует терпения, аккуратности, внимательности, ну и, конечно, запаса творческого потенциала, которым в полной мере обладает наша героиня. Поэтому ее произведения искусства яркие, эксклюзивные, и в каждое вложена душа автора. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. В селе Батулу Верхневилюйского района прошли конные скачки. В эстафете соревновались 7 команд, провели и одиночные забеги. Посмотреть зрелищные мероприятия собралось много местных жителей. Подробности далее. Эти соревнования в батулунском наследии уже как традиция проводятся 3-й год подряд, и с каждым разом все зрелищнее и интереснее. Организаторы управления сельским хозяйством и батулунский наследие. Александр Евдокимов со своим конем Сивкой-Буркой, которыми 15 лет, участвует почти во всех скачках на разные расстояния. Я 3-кратный чемпион. 3-й год уже идет это соревнование. Это дает сила духа, молодость. И у меня уже 51 год. Так, и энергию дает. Конными соревнованиями здесь интересуются не только мужчины, но и женщины, и дети, тоже заядлые болельщики. В такой холодный ветреный день наблюдали несколько часов. В прошлом году тоже было так же, но в этот раз стало намного интереснее. Самые одиночные скачки мне нравятся. Павел Герасимов, байбас, участник игр Манчара, неоднократный участник игр Ланхо, был приглашен на соревнования из села Дюллюкю, жокеем для коня из батулунского наследия. Участвовали якутские лошади, наши медленно бегают, поэтому. Сентера и эти породистые вообще скоростные, они для скачки готовят. А наши якутские лошади для мяса и для труда. Главный приз предоставило управление сельским хозяйством Верхневилюйского ЛУСа «Жеребенок». Остальные призы – это денежные сертификаты, а также охота и стройтехника предоставили организации и спонсоры из наследия Батулу. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. На этом у нас все, но мы продолжим следить за новостями. Оставайтесь на нашем телеканале.